порывом горячего воздуха пепел взметнулся вверх, дети в восторге. В этом кабинете для них вся вселенная. И кажется, в простых и таких ясных опытах даже самые маленькие понимают, зачем нужна наука такая, физика. Вы узнаете то, что вы раньше не знали. Понимаете, что наш мир, который мы видим, может быть совсем другим. Сегодня здесь занятия для младшеклассников. Вот уже почти год прошел с того момента, когда Дарья Михайловна волновалась перед первым уроком. Сегодня она уже настоящий учитель, знает, когда похвалить, когда пошутить, а где игру сменить строгостью. А ведь девушка еще студентка физмата. Она одна из 8 учащихся старших курсов Хакасского госуниверситета, которые приняли предложение Алтайского района. Администрация совместно с ХГУ реализует проект «Мобильный учитель». Суть в том, что студентам предлагают попробовать себя в сельских школах. Институт создает удобное расписание для начинающих учителей, а район – условия для работы. Это и доплата к стипендии, трудоустройство, доставка к урокам. А тем, кто решит остаться на постоянную работу после института, даже жилье, что сегодня кажется просто нереальным. Я скептически относилась к этому, что вот нам будут выдавать квартиры и прочее. Я думаю, ну это какая-то ересь, ну неправда точно в наше время. Фея, птичка. Дарья уже обустроилась в своей новой квартире в Белом Яре. За нее не нужно вносить арендные платежи или выплачивать ипотеку. Через 10 лет жилье перейдет в собственность. Так что один квартирный вопрос в ее жизни, можно сказать, уже решен. Еще один плюс работы в сельской школе – это зарплата. Она значительно отличается от довольствия в городских школах в лучшую сторону. Получается, одни положительные моменты. Зачем я буду работать в городе с зарплатой меньше, чем в сельской местности, когда тем более нужно учитывать тот факт, что Белый Яр находится в 15 минут езды от Абакана. В школах для молодых педагогов создают все условия. Мало того, что студентов возят на уроки из города и домой, здесь ремонт и учебные материалы на современном уровне. А еще Алтайский район четко следит, чтобы начинающих учителей не нагружали часами сверх сил и оставляли время для саморазвития. Молодые педагоги ценятся в школах. Молодые специалисты, которые приходят, они молодые, они энергетичные, они подкованы новыми всевозможными профессиональными навыками, которые не обладают, допустим, педагоги-стажисты, да, и дети их очень активно слушают, если им нравится, то есть, работа идет. Возрождают в школах и традиции наставничества. Например, в Кайбальской не оказалось физика-стажиста, который мог бы помочь Дарье. Но для Алтайского района это тоже не проблема. Мы в данном случае мы работаем со школами нашего района и просим учителя именно уже компетентного, то есть физика или математика, взять, скажем так, на консультацию, чтобы наш молодой специалист могла бы посмотреть их уроки и получить тоже от них уже профессиональную консультацию. То есть из 8 педагогов, которые в этом году участвовали в проекте «Мобильный учитель», 4 решили остаться после института в школах Алтайского района. Но кадры нужны еще, поэтому работа будет продолжена. В следующем году пробовать свои силы в школах, возможно, разрешат студентам с 3-го курса. Что касается университета, преподаватели только рады профессиональному опыту учащихся. Даже видно, что они профессионально растут, ответственно за каждую тему цепляются, разбираются, потому что им придется это рассказывать детям. Всего за год в Алтайском районе стало на 25 учителей больше, включая молодых и опытных, которые переехали в села из других территорий Хакасии, даже из соседних регионов. Район купил или построил для них 10 квартир и домов. Администрация участвует во всех региональных и федеральных программах, которые могут помочь создать для учителей достойные условия. От оплаты труда до ремонта в классах. И старания дают еще один, пока не очевидный результат. Среди школьников в Алтайском районе самые важные в обществе профессии снова становятся популярными. С сентября у нас 7 человек поступило на целевое, на педагогов. Это на историю, на информатику, на учителя начальных классов, на учителя физкультуры. То вот сейчас по опросам ребятишек мы сделали 9-11 класс, 36 детей желают поступить. Самое главное, чтобы было столько мест в нашем и в ХГУ, и в наших техникумах, чтобы все могли поступить. Это самое главное. Проект «Мобильный учитель» стал первым подобным в опыте Алтайского района, но не последним. В ближайших планах администрации привлекать студентов технических направлений. Развивающемуся муниципалитету нужны строители.